Салям алейкум. Здоровая улыбка начинается с детства, и именно поэтому ухаживать за зубами нужно с момента их появления. Как правильно чистить зубы ребенку, какие предметы гигиены использовать и когда посещать врача-стоматолога, спросим у врача-стоматолога Айше Небиевой. Хош келдіңіз, Айше ханум. Когда у ребенка должен прорезаться первый зуб? Первый зуб прорезывается в возрасте 6 месяцев, ну плюс-минус 2 месяца. Вы знаете, что педиатры, они индивидуально рассчитывают по специальной формуле норму прорезывания зуба. Когда лучше всего с ребенком начать посещать стоматолога? Я считаю, что первый визит к стоматологу должен состояться в возрасте 3, 4, 5 лет. Ну, при отсутствии жалоб, конечно. Когда уже более-менее подготовлена психика ребенка, тогда и идем. До возраста 4 лет у ребенка уже прорезывается достаточное количество зубов, и поэтому следует вопрос, как правильно ухаживать за зубами, когда начинать чистить зубы. Чистим зубки мы, как только появился первый зуб. Даже если у вас во рту один зубик, правда. Берете обычную щетку средней жесткости. Для более удобного очищения можно использовать монопучковую, она просто меньше размер. И чистим так же, как и взрослым, 2 раза в день. Когда следует начать использовать зубные пасты и какие они должны быть? В первую очередь зубные пасты должны быть безопасными. И, наверное, я больше сторонник того, что чем позже, тем лучше, потому что ребеночек, ему не объяснить, что глотать их нельзя. Конечно, производитель нас заверяет в том, что они безопасны, да, для употребления, но опять-таки это химия, и при очищении это больше второстепенное. Самое главное — это зубная щетка. Следует ли лечить молочные зубы? Конечно, обязательно. Я не знаю, почему распространен среди родителей такой миф, что молочные зубы лечить не нужно. Они так же, как и у взрослых, с нервами, они также болят, и также они очень важны для прикуса в будущем. Если ребенок лишится этого зубика, то тогда 100% у нас обеспечена ортодонтическая проблема. Как определить ранний кариес у ребенка и, соответственно, как его лечить? Повторюсь, родитель чистит зубы ребенку каждый день, утром и вечером, и до 8 лет. Это объясняется тем, что кистевой аппарат ребенка не сформирован. Конечно, мы не исключаем самостоятельность, да, ребенок чистит, но контрольным является это именно родительская чистка. И когда вы чистите, вы заглядываете в рот. Если вы видите пятно на зубе, это звоночек о том, что стойкое пятно не очищается, это звоночек о кариесе. Конечно же, мы пытаемся в силу возраста, да, если это маленький ребенок, чистить хорошо и насыщать минералами. Это вам подскажет стоматолог. Ну и бежим сразу к стоматологу. Очень многих родителей беспокоит вопрос седации, то есть не опасно ли под обезболивающими, наркозом, если это необходимо, лечить либо удалять зубы ребенку? Бывает то, что ребенок не подготовлен психологически к стоматологическому приему, и тогда, да, мы отправляем деток к лечению под седацией или же под наркозом, как заявляют ученые в мире, да, и стоматологи, что это безопасно. У нас в Симферополе это тоже практикуется и достаточно часто. В каком возрасте ребенку нужно работать над прикусом и исправлять его? Первый визит у врача-ортодонта должен состояться в возрасте 6-7 лет, когда уже прорезываются постоянные зубы. Тогда мы можем спрогнозировать патологию, да, или все ли у нас идет в пределах нормы. Лечение начинается как раз-таки с этого возраста профилактически, ну и само лечение вторым этапом в возрасте 13 лет, если мы говорим про систему, например, брекетов. Раз уж мы заговорили о брекетах, то какие особенности ухода при ношении брекетов? Если в обычных условиях налета, да, скажем, скапливается много, то при ношении брекетов в 4, а может быть в 5 раз больше, потому что это дополнительная ретенция, да, для зубного налета. Тогда в ход включаются дополнительные приспособления, и это различные щетки, они разные по формам, не буду вдаваться в подробности. Это использование ирригатора, это использование ёршиков, зубной нити. Поэтому обязательно ухаживать нужно за зубками. А можно ли детям делать фторирование зубов и насколько оно безопасно? Фторирование — это безопасная процедура, но при своих особенностях, потому что фтор — это тот элемент, который закрывает призму эмали и препятствует выходу минералов, да, из твердых тканей зуба. Собственно, этот процесс и обеспечивается кариесом. И очень важно
напитать сначала минералами зуб, а только потом закрывать. Если мы закроем, тогда проблема просто не устранится и придется лечить кариес привычным способом. Но, повторюсь, кариес, он является обратимым только при первой стадии, когда это маленькое пятнышко стойкое, не полость, как мы привыкли, когда обращаемся уже к врачу. Очень часто родители сталкиваются с ранним разрушением зубов у детей от 1,5 до 3 лет. С чем это может быть связано и что в таких случаях родителям делать? Врач-стоматолог — это не только локальный доктор, да, который заглядывает в полость рта ребенка. Мы оцениваем общесоматическое состояние. И, как правило, все болезни проявляются в полости рта. Если мы видим что-то неладное, мы отправляем к смежным специалистам, к педиатру, да, на дальнейшее исследование пациента. Что такое процедура серебрения зубов и в каких случаях она назначается, для чего, вредна, не вредна эта процедура? Все стоматологи мира твердят уже о том, что серебрение осталось в прошлом. Считается, что растворы серебра, они обладают бактерицидом, то есть убивают микробы, да, на поверхности зуба и стабилизируют процесс. Часто назначают деткам раннего возраста, потому что не совсем эстетично, да, зубки имеют черный цвет после данной процедуры. Но опять-таки, как показывает практика, зубки продолжают разрушаться, и ребенок уже, будучи в детском саду, да, в социуме, начинает комплексовать по этому поводу. И я замечаю тенденцию среди стоматологов, что все больше и больше мы отходим от данной процедуры. Можно ли делать ребенку профессиональную чистку зубов? Если да, то с какого возраста это разрешено? Да, конечно, мы делаем деткам профессиональную чистку зубов. Это как раз-таки является профилактическим осмотром. И оцениваем состояние зубов, состояние десен и наличие кариеса. Какой бы вы лайфхак для родителей порекомендовали при уходе за зубами ребенка? Самым действенным способом, как приучить ребенка чистить зубы, является использование индикатора зубного налета. Это может быть в разных формах, форма таблетки, раствора, как комфортнее. Я рекомендую раствор. Мы орошаем полость рта, и зубной налет приобретает характерный цвет. Самое интересное, что он делится и на свежий налет, 1-2-дневный, старый. И таким способом уже ребенок видит, что у него во рту, и начинает чистить. Вырабатывается эффект памяти, то есть мы уже уделяем больше внимания тем участкам, которые не привыкли вычищать. Гигиена значительно улучшается, и это можно использовать в качестве контроля чистки в конце, например, или до чистки. Çok sağ olun, Sayша Ханум. С момента появления первого зуба у вашего ребенка не пренебрегайте осмотрами врачей-стоматологов раз в полгода. Здоровая улыбка вашего ребенка – это ваша заслуга. Будьте здоровы!